Обновление 9.4 принесет всего несколько изменений в игру, но они будут заметными. Это новый формат командных боев, новые возможности в укрепрайонах и еще одна историческая карта — Сталинград. Подробности смотрите в этом обзоре. Изменения в режиме командный бой произошли не просто серьезные, а капитальные. Изменен формат боя, теперь это атака-оборона. По аналогии со штурмом, одна команда атакует, а вторая защищается. Чтобы шансы были равны, команда в обороне обязана охранять две базы вместо одной. Захват на базах идет отдельно, параллельно и не суммируется. Для победы достаточно захватить одну базу. Составы команд потяжелеют, количество очков техники возросло до 54. Формализованы наборы техники, их 2, 5 машин 8 уровня и 2 7-го, или 6 танков 8 уровня и 1 танк 6-го. Появилась новая карта Сталинград. Это историческая карта, по рельефу равнинная. Почти всю ее занимает разрушенный войной город с закопченными зданиями, горами битого кирпича и воронками от снарядов. Местами земля изрезана траншеями. Вдоль реки идет крутой склон, это удобное направление для атаки, а железная дорога дает возможность уверенно закрепиться в обороне. В противоположной части карты тоже есть пути, этот фланг подходит для быстрого прорыва. В центре карты площадь и плотная малоэтажная застройка. Здесь будут идти суровые танковые перестрелки. Была расширена функциональность укрепрайонов. Теперь их можно развивать до 5-го уровня включительно и выше. Появилась возможность атаковать и грабить укрепрайоны других кланов. Смотрите об этом подробнее в специальном обучающем видео «Руководство по созданию укрепрайона» 5-10 уровень. Изменились параметры танка Т-34-3. Время перезарядки уменьшено с 14,4 до 13,4 секунд. На 25% уменьшен разброс при повороте башни. У ПТ САУ АТ-15А прочность увеличена с 850 до 1050 единиц. Максимальный уровень боев снижен до 8-го. На этом все. Удачи на полях сражений!